День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах выпуска. Меньше недели остается до главного политического события страны – выборов президента России. В Якутии тем временем в самом разгаре досрочное голосование. Инициативы и предложения жителей, которые обязательно воплотятся в жизнь. В республике завершились традиционные отчеты регионального правительства. Тяжело в учении и не менее тяжело в бою. Якутия проверила силы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на условном пожаре. Путь к победным вершинам. В столице начали сборку скалодрома, который задействуют на детях Азии. Якутия отметила День народного мастера, праздник тех, кто чтит традиции и передает знания из поколения в поколение. Мошенники перед выборами президента Российской Федерации запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых – заполучить персональные данные россиян и похитить их средства. Эксперты зафиксировали сразу две схемы злоумышленников. Первый сценарий подразумевает заполнение анкеты участника опроса с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение опроса. Однако после заполнения появляется сообщение о сбое, и никакие опросные страницы больше не загружаются. Во втором сценарии сначала человек отвечает на вопросы, а затем его просят указать паспортные данные и реквизиты карты, якобы для оплаты и идентификации. Тем временем досрочное голосование в Якутии продолжается до 14 марта. Жители труднодоступных и отдаленных местностей смогут задать свой голос за выбранного кандидата. Так и в Нерюнгринском районе для отдельных групп избирателей проходит активный этап голосования. Продолжат тему наши коллеги. В Нерюнгринском районе досрочное голосование началось с 29 февраля. И до 14 марта проголосовать досрочно смогут около 1300 человек. Речь идет об оленеводах, сотрудниках метеостанций, железнодорожниках, газовиках, работниках вахтовых поселков. На сегодняшний день у нас проголосовали 9 оленеводческих бригад и родовых общин, которые находятся далеко в тайге поселка Иенгра. Мы охватили и также железнодорожных работников на станциях труднодоступных. Всего у нас проголосовало на сегодняшний день 60 человек. В этом году в отдаленные места Нерюнгринского района впервые была отправлена автоматриса, благодаря которой смогли принять участие в голосовании сотрудники железнодорожных станций, где они работают вахтовым методом. Здравствуйте, проходите. Сюда паспорт предъявляйте. В автоматрисе, служебном транспорте для доставки путейных бригад и обеспечения ремонтных работ смогли создать избирательный участок с соблюдением всех необходимых мер. Члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели, сотрудник правоохранительных органов. Досрочное голосование прошло по всем правилам. Для принятия бюллетеней использовали предварительно опечатанные, опломбированные переносные урны, которые будут вскрыты в участковой комиссии при подсчете голосов в день выборов президента Российской Федерации. Мы первый раз едем по железнодорожным станциям, всегда ездили на автомобильном транспорте. Очень интересно, необычно. Люди идут приветливые, приходят к нам, поэтому все замечательно проходит. Таким образом, досрочно проголосовали 16 человек на 6 труднодоступных разъездах и станциях, куда не добраться автотранспортом. Начальники и дежурные по станции, приемоздатчики и другие работники железной дороги отметили для себя удобство такого голосования. Удобно, потому что, в принципе, нахожусь на вахте, то, чтобы не выезжать никуда. Приехали, проголосовал, все, отдал долг. Раз так получилось, что я на работе вахтовым методом, то так. Досрочное голосование продолжится до 14 марта. Сотрудники избирательных комиссий продолжают принимать голоса избирателей, находящихся в труднодоступных местах. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Нерюнгринский район с рабочим визитом на этой неделе посетила глава Якутии Айсан Николаев. Программа включила в себя посещение учебных заведений и строящихся жилых домов, встречи с населением, руководителями предприятий и волонтерскими движениями. Подробнее расскажет Екатерина Павлова.
Первым пунктом визита главы республики в Нерюнгринский район стал Южно-Якутский технологический колледж. Здесь, начиная с прошлого года, реализуется федеральный проект «Профессионалитет», инициированный главой государства Владимиром Путиным. Благодаря этому в колледже открылся образовательно-производственный кластер по горнодобывающей промышленности. Уверен, что Южно-Якутский технологический колледж будет и дальше развиваться. Более того, вот как раз послание президента, оно очень серьезно мотивирует нас развивать вот эту непрерывную систему школа, колледж, вуз. Более того, в нашей республике уже есть хорошие примеры реализации этого проекта. Но что касается Нерюнгри, я считаю, что здесь филиал Северо-Восточного федерального университета, конечно, должен сейчас тоже активно начать развиваться, чтобы отвечать уже вызовам времени, которые сегодня есть, так и соответствовать статусу высшего учебного заведения, которое находится у нас здесь, в столице Южной Якутии. В ходе осмотра жилых домов квартала Р глава республики проверил темпы строительства. Первые дома будут сданы до конца первого полугодия 2024 года. Большая часть квартир в них будет предоставлена переселенцам из аварийного жилья. Кроме того, в продолжении темы улучшения жилищных условий для нерюнгринцев Айсен Николаев встретился с молодыми семьями района и лично вручил им жилищные сертификаты по программе помощи семьям, успешно действующей в Якутии более 15 лет. В принципе, несложно было все документы собрать. Очень быстро собрали, подали. И как раз ждали ребенка третьего. И вот как бы быстро в очередь нас передвинули. Очень быстро. Счастливы, да, что есть такая вот программа, поддерживающая молодые семьи. Очень благодарны всем. В программу визита главы республики также вошла встреча с волонтерскими движениями Нерюнгринского района, где руководители озвучили основные показатели своей работы. Волонтеры обсудили с главой имеющиеся у них вопросы, получили поддержку и благодарность за свой благородный труд. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Члены Кабинета министров во главе с председателем правительства Кириллом Бычковым подвели итоги работы в эфире телеканалов НВК «Саха», «Якутия-24», а также в эфире «Радио ТТ». Напомню, в течение всего февраля Кабмин проводил выездные отчеты, в рамках которых представители исполнительной власти посетили 34 района, 2 города и 420 поселений с общим охватом в 30 тысяч человек. При этом жители принимают в них самое активное участие, внося свои вопросы и предложения. Именно на основе инициатив жителей Якутии будет вестись работа в ближайшее время. Выездные отчеты правительства – это форма общения исполнительной власти, которая используется только в нашем регионе. Больше таких практик в других субъектах федерации нету. Поэтому я считаю, что это очень важная форма и дальше будет служить хорошим инструментом для общения и обратной связи. Многие из тех, кто присутствовал на наших встречах сегодня у экранов, уверяю, что все вопросы, без исключения, вошли в протоколы наших отчетов и будут рассмотрены правительством в самые короткие сроки. Ну, а какие вопросы звучали? Конечно, в свете того, что президентом были приняты решения о реализации крупнейших глобальных национальных проектов, и уже много лет эта форма создает социальные объекты, строит жилье, создает инфраструктуру. Конечно, наши жители – это не только наблюдатели, это и достаточно серьезные цензоры качества реализации этих проектов. И очень много вопросов было по ходу их реализации. Ну а о том, с какими именно предложениями на отчетах правительства выступали жители Якутии, расскажет Мария Ким. 34 района и 2 городских поселения, 420 поселений и около 30 тысяч человек съездили, услышали и взяли в работу. В Якутии состоялся отчет исполнительных органов власти республики за 2023 год. Отчетность, которая ведет правительство, она очень нужна народу. Каждый может задать вопрос. Вопросы были неудобные, острые. Это очень интересно. Встреча была хорошая. Этот формат не первый год сложился замечательно, потому что он необходим. Люди задают вопросы, проблемные вопросы нужно решать. И они не всегда видны, может быть, сверху, да, поэтому необходимо общение непосредственно с народом. За февраль-март органы власти Якутии посетили и арктическую, и южную, и западную, и восточную части республики. Население показало активное участие. Ведь при подобных диалогах с правительством жители республики могут не только рассказать о жизни в их поселениях, но и быть услышанными напрямую.
Насчет ожидаемых планов, конечно, хотелось бы строительства большой больницы, потому что население растет, наследие растет, люди у нас прибавляются, ну и рядом лежащие, как скажем, населенные пункты, такие как Сатал, Скангалас приезжают, поэтому нужна большая больница, где будет не только амбулаторная, получается, да, но и стационарная. Правительство Якутии представило отчет о проделанной работе перед населением разных районов. Как отмечают члены рабочих групп, на данных встречах поступают различные предложения и вопросы, которые входят в протокол, а далее идет работа по их реализации. Наш самый большой вопрос и наше желание было это постройка школы-сада. По жилищно-коммунальному хозяйству вопросы. И, конечно же, у нас по кадрам большие вопросы. Не хватает кадров. Мы вот и просим, конечно, просим помощи, чтобы нас там обратили внимание, чтобы, может быть, все-таки, ну, это было бы экономичнее, это было бы лучше бы для нас. Там-то домов-то мало, в общем-то, чтобы старенькие сносили, оставили на это место более новые, ну там лучше фундамент, там чуть там больше. Отчет правительства на местах завершился, ну а работа над вопросами, поставленные населением, только начинаются. И, как отметило правительство, благодаря прямому общению с жителями появляются новые задачи и работа по их реализации. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о старте новых национальных проектов: «Семья, молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Они начнут работу в самое ближайшее время и, несомненно, повлияют на качество жизни каждого жителя страны. Уже существующие нацпроекты были запущены в 2018 году и за это время в лучшую сторону изменили жизнь в регионах России. Как они повлияли на Якутию, расскажет Даяна Федорова. В Якутии активно реализуются национальные проекты, которые были инициированы Владимиром Путиным. В 2023 году по линии нацпроекта здравоохранения в Якутии введены в работу 18 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Приобретена 71 единица различного автотранспорта и 43 единицы медицинского оборудования. Помимо этого введены в работу пристрой республиканской больницы номер 3 в столице республики и поликлиника Татинской центральной районной больницы в селе Итыкёль. Всем итыкёльцам самые наилучшие пожелания. Надеюсь, что они будут пользоваться новым объектом здравоохранения. Это пойдет на пользу и всем жителям. Но таких объектов у нас на селе в целом должно быть, конечно, гораздо больше. Весь прошлый год шло активное завершение строительства и оснащения оборудованием Якутского республиканского онкологического диспансера. Владимир Путин принял участие в открытии в режиме ВКС. Главная задача, уже об этом говорилось, сбережение народа России, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни. Потому что в Якутии вы добились такого положительного интегрированного показателя, как продолжительность жизни, которая стала выше, чем средняя по стране. Это здорово, я вас поздравляю, это просто реальный результат. По национальному проекту образования в прошлом году построено 13 школ, введено 6 детских садов на 360 мест и создано 66 центров образования «Точка роста». В текущем году продолжается строительство школ, адаптивного кластера и пристроев к школам. Инфраструктура системы образования развивается, строятся детские сады, школы. Мы обязаны будем обратить свое пристальное внимание на инфраструктуру детских лагерей летних. В этом плане нам необходимо будет расширить работу. По нацпроекту «Культура» в прошлом году построено 2 клуба. Проведен капитальный ремонт в 12 учреждениях культуры. Создано 6 модульных библиотек и 17 кинозалов. Отметим, якутские кинокартины заработали в прокате рекордные 100 миллионов рублей. Якутские фильмы в дальнейшем должны развиваться в техническом плане. Именно поэтому мы отстаивали строительство многофункционального кинопавильона. Для ввода в эксплуатацию технологического центра мы должны уже сейчас начать думать о пользовании искусственным интеллектом во всех аспектах, потому что это направление может помочь дальнейшему развитию. Якутия – лучший регион по продвижению киноиндустрии в России. По поручению президента будет построен кинопавильон, который станет центром индустрии для всего Дальневосточного федерального округа. В текущем году планируется ввести рекордное число объектов социальной инфраструктуры. Всего 76, из них 36 объектов в рамках национальных проектов. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. 2 модернизированных снегоболотохода «Берген» были отправлены в зону проведения специальной военной операции. Вездеходы, полюбившиеся охотникам и рыбакам, теперь проходят испытания в зоне боевого соприкосновения. Сейчас компания изготавливает 2 вездехода в месяц, но если будет заказ и потребность, то готовы нарастить производственные мощности. Тему продолжит Александр Хавренко. С 2018 года «Берген Мото» выпускает вездеходы для рыбаков и охотников. В прошлом году компания решила производить технику двойного назначения, и с небольшими доработками 2 снегоболотохода отправились на специальную военную операцию. Схема у нас простая, японский двигатель, на вся ходовая от УАЗ-469. Получается надежная связка и себя хорошо зарекомендовала. Мы отправили 2 штуки на СВО, но там есть некоторые нюансы. Светотехнику изменили, чтобы не было видно, что вездеход едет. Изменили глушитель, изменили каркас вездехода, чтобы быстро можно было снять тент и быстро можно было натянуть тент. Все вездеходы «Берген» собираются в Якутске, в небольшом гараже по соседству с обычным автосервисом. Начинается с рамы этого вездехода. И в процессе уже вместе с этим, с обшивками все идет. И в итоге получается вот такой вездеход. По времени, если материалы все уже доступно, поступление есть, где-то месяц-два, 6 человек в общем в бригаде. Вездеход «Берген», кроме высокой проходимости, отличается грузоподъемностью. Одна машина может взять 800 килограмм груза или 6 пассажиров. Военные, опробовав вездеход в полевых условиях, вынесут свой вердикт и внесут приложение по доработке под армейские нужды. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. В Якутии продолжается работа по реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. Пройти медицинское восстановление они могут в Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов. Так, за помощью обратилось 223 бойца и 197 членов их семей. Каждый реабилитант получает индивидуальную психологическую и психотерапевтическую помощь. Оказывается и социально-психологическое, и социально-медицинское содействие. На данный момент проведено 38 встреч с различными ведомствами и организациями по вопросу поддержки участников спецоперации и членов их семей. Продолжается сотрудничество с бассейном Сулут, где для наших реабилитантов проводятся занятия по методу гидрокинезотерапии и благотворительным фондом Полежаева, которые также на безвозмездной основе предоставляют занятия ипотерапии для участников спецвоенной операции. Продолжается мероприятие по информированию и консультированию участников спецвоенной операции и членов их семей. 15 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России жителю поселка Нижний Куранах, майору вооруженных сил Игорю Юргину. 17 марта 2022 года он возглавил группу, принимавшую участие в освобождении поселка Каменка на Донецком направлении. В стенах школы, которую окончил Игорь, прошла встреча с близких военнослужащего с педагогами. К беседе присоединились и наши коллеги. Гимназия Нижнего Куранаха принимала почетного гостя Василия Юргина, отца участника специальной военной операции. Указом президента России командир штурмового отряда майор Игорь Юргин был удостоен звания Героя России. Это его заслуга полностью, а то, что наши родительские этому не вырасти, воспитать. Так что все остальное от него зависит. В данный момент он потерялся, сказал: папка, я перезвоню, как через недели полторы. Они, когда вот операция идет, вот их отправляют на передок. Они когда воюют, им связи нет. Встреча педагогов с близкими выпускника героя получилась очень теплой. Рассказывая о том, каким был Игорь в школьные годы, учителя вспоминали забавные ситуации и мальчишеские проделки бывшего ученика. Был спокойный на уроках, тихий, даже застенчивый. Но на переменах, конечно же, позволял побегать, поиграть. Что его отличало, он был очень честным и справедливым. Поэтому он всегда хотел помогать людям. Знаете, он был очень улыбчивый. Улыбка у него, кстати, не изменилась. Добрый, вежливый. Повзрослевший Игорь остался верен мечте юности. Получив аттестат, он был направлен районным военкоматом в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Закончил его с успехом и проходил дальнейшую службу
в Воронежской области, по-моему, сначала. Тогда еще отличался таким бесстрашием, целеустремленностью. В настоящее время высшие государственные награды удостоены 6 жителей Якутии. Игорь Юргин стал 5-м якутянином-героем России. Являясь достойным примером для младших товарищей, с наставниками своей школы Игорь поддерживает прочную связь. Когда он поступил в Благовещенский институт, приезжал к нам сюда в гости. Он всегда приезжал в форме, такой статный, красивый. Мы его приглашали на классные часы старшеклассникам. Испытывая гордость за земляка, жители Нижнего Куранаха стремятся всемерно поддержать бойцов, выполняющих задачи спецоперации. Трудовые коллективы, общественные организации и неравнодушные граждане присоединяются к различным акциям в поддержку военнослужащих. Сейчас буквально мы приобретаем технические средства. Это коптеры, которые изготавливают наши алданские предприниматели, изготавливают его в городе Алдане, комплектуют, усовершенствуют. На днях Игорь отметил день рождения. 3 марта ему исполнилось 29 лет. Жители Нижнего Куранаха ждут земляка домой в отпуск. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алданский район, поселок Нижний Куранах. Одна из мер поддержки участников СВО и их семей – это помощь при поиске работы. Так, с начала этого года через службы занятости населения были трудоустроены 8 бойцов и 12 членов их семей. Для того, чтобы найти работу, желающие проходят профессиональные курсы обучения. Так, в учебных заведениях организуют курсы, после окончания учебы выдают удостоверение водителя категории «Б», машиниста бульдозера, крана, слесаря или сантехника. Также для занятий предпринимательской деятельностью органы служб занятости выделяют единовременную финансовую помощь в размере 150 тысяч рублей. В Мирном тем временем всех желающих обучают пошиву вещей для военнослужащих. Дизайн добровольческого швейного цеха женщин-матерей республики организовали выездные мастер-классы для жителей Мирнинского района. Всего за 2 дня женщины алмазной столицы научились пошиву специальной военизированной одежды для участников специальной военной операции. В городе Мирный становится все больше желающих помогать участникам специальной военной операции. Причем не от случая к случаю, а на постоянной основе. Некоторые даже готовы приобрести для этого новые навыки. Сначала просто из дома помогала, потом уже в штабе была, плела сети, потом занялась швейным делом. Шили мы очень много разных вещей для наших солдат. И когда приходят ребята, и им даешь то, что вот у нас готовое уже, да, получаешь такое вот удовольствие для души, обнимаешься с ними, желаешь им чего-то, да, слезы выступают. Здесь, в небольшой мастерской школы номер 8, собрались волонтеры разных возрастов. Они объединились, чтобы научиться по пошиву специальной военизированной одежды для участников специальной военной операции. С мастер-классами проездили уже больше 10 улусов. Мы в Мирном никогда не были. У нас вот 3-й республиканский конкурс, когда проводили, очень активное участие принимали. Мирнинский район. Там 3 населенных пункта. Это город Мирный, Айхал и Удачный. Ну, девочки заинтересованы, конечно, но планируем, что в дальнейшем уже будем вместе работать. Всего за 2 дня пришедшие на мастер-классы женщины алмазной столицы научились отшивать тактическую рубашку, штаны, китель, толстовку и нательное белье. Теперь каждая из них готова помочь нашим бойцам, чтобы им было тепло, комфортно, чтобы они чувствовали заботу о них. Анна Васильева, Мирный. Тяжело в учении, не менее тяжело в бою. Якутия проверила силы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на условном пожаре. В местности Усть-Хатын собрались все силы и средства, включая МЧС России, службу спасения республики, авиалесоохрану, Якутлесресурс, медицину катастроф, Росгидромет, пожарные формирования и многие другие подразделения. Результаты учений знает мой коллега Сергей Михедов. Театр начинается с вешалки, а учение МЧС с общего построения всех структур, входящих в систему гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководство лично общается с каждым отрядом, проверяет готовность к борьбе с огнем, осматривает технику. Затем, после команды, начинается отработка действий. И сейчас мы, как видите, проводим, на картинке видно тушение условного пожара. Общего вы назвали, по легенде у нас это село Жанцы, Усьмайский район.
в результате природного пожара и в том числе, к сожалению, сопутствующего сильного ветра у нас сгорела дизельная электростанция, пострадало 17 жилых домов и 58 человек из них эвакуировали. Первыми к тушению условного пожара приступают лесопожарные формирования. Затем подключаются силы противопожарных служб. Пожалуй, самое зрелищное мероприятие этих учений. Прямо сейчас начался спуск с вертолета Ми-8. Как нам пояснили, спускаются как раз-таки сотрудники нашей якутской службы спасения. То есть это наши родные якутские спасатели. Ребята, которые каждый сезон обязательно привлекаются к работе на лесных пожарах в противопаводковый период. Вот вы можете видеть на кадрах, если сейчас можно заметить, да, идут спуски прямо на ваших глазах. По предварительным данным Рослесхоза пророчат пожароопасный сезон сложный. Возможно, по погодным условиям он будет на уровне 2021 года. В этом году численность лесопожарных формирований доведена до 1203 человек. К особенно сложному сезону соответствующая подготовка. Для Семена Нестерова грядущий период лесных пожаров станет далеко не первым. Майор внутренней службы руководит подвижным пунктом управления МЧС. В районе чрезвычайной ситуации, благодаря отдельной машине связи и спецмашине, вмещающей 20 человек, прямо в зоне ЧС можно проводить полноценные оперативные совещания, что в моменты пожаров или наводнений способно сыграть решающую роль. Помимо этих КАМАЗов должны быть еще в составе МКИОН, мобильный комплекс информирования и оповещения населения, того, что у нас сейчас в данный момент нету, и автомобиль беспилотных авиационных систем, который мы вот в марте месяце получили, и в апреле месяце уже увидим в составе ППУ, включим в состав ППУ. Чтобы нанести поражение условному возгоранию всем силам подсистемы, потребовалось около 20 минут. Ребята сработали оперативно и, главное, эффективно. Всего к учениям привлекли 272 человека и 28 единиц техники. Общая оценка, полученная от руководства, хорошо, но не отлично, а значит, есть куда расти. Сергей Михедов, Иван Сорокомов, Усть-Хатын. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Голубое топливо в каждый дом. По всей России, в Якутии в частности, реализуется программа социальной газификации. Согласно ей, любой гражданин может бесплатно провести газ до границ своего участка. Как проводится программа соцгазификации в Якутии, расскажет Вероника Таюрская. Экологически чистое топливо пришло в дом семьи Евдокимовых в августе 2023 года. По словам Елены Евдокимовой, проведение газового отопления существенно сэкономило финансы семьи. Воспользовавшись программой, ее семья заметила, что они стали платить меньше. Процесс проходил поэтапно. Первый этап, получается, нам вывели стояк Сахатранснефтегаз. Ребята очень быстро все это сделали. У нас на сегодняшний день дома очень тепло, уютно, комфортно. И мы конечно, планируем в будущем расширение площади, расширение семьи хотелось бы, да, так как условия позволяют. И таких семей, в дома которых придет газ, будет много. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о новых планах по обеспечению газом городов и районов Республики Саха-Якутия. Для льготной категории граждан страны правительство России дальше будет предоставлять субсидии. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причем отечественного производства. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели также дополнительно порядка 32 миллиардов рублей. В 2023 году Якутия заняла 10-е место в России по темпам социальной газификации, перевыполнив план на 138%. В этом году планы ставятся такие же высокие. Речь идет о Южной Якутии, о Западной Якутии, когда мы должны 30 населенных пунктов, причем достаточно крупных населенных пунктов, таких как, например, город Алдан, например, Алекминск и другие населенные пункты Ленского, Алданского, Алекминского, Нерюнгринского районов.
Тамара Давыдова не нарадуется тому, что она стала участником программы социальной газификации. Сейчас она проживает в теплом доме, при этом экономя финансы при оплате счетов за отопление. В настоящее время жители Ленского района становятся в очередь, чтобы воспользоваться преимуществом данной программы. Я узнала, что существует такая программа соцгазификации, что я могу провести газ до дома, до земельного участка бесплатно. Мы имеем такую возможность. Большое спасибо. Не каждый может подключиться к своему дому, нет таких средств, а сейчас есть такая возможность. В данное время газ пришел в 2100 домов. Также за прошлый год было построено 3550 газопроводов, вводов к домам якутян. В соответствии с региональной программой мы построили 110 распределительных сетей и устранили дефицит в 12 районах республики. И так, активно у нас газифицируются районы, как Чороптинский улус, Мегинекангаласский, Горный и Вилюйский улус. Напомним, чтобы подать заявку для участия в программе «Социальная газификация», заявитель должен предоставить паспорт, документы на право собственности на ИЖС и земельный участок, а также ситуационный план. Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Якутск, Пригородный, Ленск. За 5 лет реализации программы поддержки местных инициатив совместными усилиями органов государственной власти и жителей республики в регионе сооружено более 2200 объектов благоустройства. Инициативные якутяне с радостью откликнулись на возможность самим поучаствовать в формировании комфортной городской среды и постоянно вносят свои предложения по улучшению качества жизни в городах, селах и поселениях. О некоторых из них расскажет Александр Хавренко. Якутия – один из самых передовых регионов во многих областях, в том числе и в вопросах местных инициатив. Благодаря активной работе якутян вот уже десятки населенных пунктов республики приобрели новые общественные пространства, облагородили территории и так далее. Одним из ярких примеров такой инициативы является строительство сквера воспитателя в 202 микрорайоне города Якутска. Хорошо подготовившись, в 2022 году, в декабре, мы выиграли этот грант, и чему очень рады. И вот реализовали этот памятник воспитателю. И мы тогда не знали, что 2023 год будет объявлен годом педагога и наставника. И вот так вот очень удачно все сложилось. И в год педагога-наставника в 2023 году мы реализовали проект «Сквер воспитателю». В этом году будет реализована вторая очередь благоустройства сквера. Сооружение фонтана, установка освещения и озеленение территории. Другой яркий пример – благоустройство территории в Горном улусе. Самый яркий из них – это сквер Е, благоустройство набережной Матта с пешеходным переходом, пешеходным мостом и мини-парк Семена и Сафрона Даниловых, села Бердигостях. Также в 2024 году, в этом году, будет завершена реконструкция объекта площади Победы села Бердигостях. Самое главное в реализации этих проектов, что именно жители муниципалитетов решают и определяют, что нужно конкретно их населенному пункту. В селе Булгунихтах Хангаласского улуса жители решили построить парк, и теперь он – центр притяжения всех жителей села. Очень здорово, что у нас существуют такие программы, и благодаря таким вот мероприятиям в нашем селе построили такой замечательный парк, где имеется скейт-парк и очень хорошие современные коворкинг-зоны. По вечерам, летом особенно, здесь очень бывает приятно гулять и очень приятно смотреть, когда здесь собирается молодежь, дети, молодые семьи с колясками гуляют. Проекты поддержки местных инициатив затронули всю республику. С инициативой своих проектов на 2024 год заявки подали 386 муниципальных образований. Это почти 86% от всех населенных пунктов республики. На рассмотрение были вынесены более 1800 проектов. Активно, конечно, предлагают, выбирают проекты, которые требуют решения. И из этих 1800 предложений для участия в конкурсном отборе было отобрано 482 проекта. Из этих проектов было отобрано 337
7 проектов, которые будут реализованы до конца этого года. В своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о продлении до 2030 года всероссийского конкурса лучших проектов, создания комфортной городской среды в малых городах и предложил увеличить софинансирование народных проектов из федерального и регионального бюджетов. Это значит, что и в нашей республике каждый год будут создаваться новые комфортные территории на радость якутянам. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. В 2023 году программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были выполнены на 100%. В сельских населенных пунктах республики трудоустроены 166 медицинских специалистов. Отмечу, что в стране реализуется стратегия развития арктической зоны, утвержденная главой государства. В рамках данной стратегии предпринимаются меры обеспечения доступности медицинской помощи населению. Наша съемочная группа выезжала в один из арктических районов и ознакомилась с работой программы. Проблема дефицита врачей и медицинских работников в сельских районах в той или иной степени характерна для всех регионов страны. Но наиболее остро она стоит в Арктике. В Верхоянском районе, в поселке Батагай, долгожданное строительство Центральной районной больницы состоялось в 2021 году. С тех пор качество оказания медицинской помощи гораздо улучшилось. Однако дефицит врачей узкого профиля все же присутствует. В нашей ЦРБ нет узких специалистов, как врачей-кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов. И мы направляем их в медцентр, Национальный центр медицины, РБ номер 1, по направлению. Они бесплатно обследуются и приходят уже с выписками и установленными диагнозами. И мы берем их на диспансерный учет и дальше наблюдение ведем сами. Алина Жиркова – молодой участковый врач-терапевт, родом из Верхоянского района Элигейского наслега. К судьбе земляков всегда была неравнодушна. Так она решила работать по программе «Земский доктор». Дефицит узких специалистов врачи восполняют телемедициной. Возможности ограниченные тоже, можно сказать. У нас связи, оптоволокна нету еще пока. И связь слабая, но связь проводится. Мы можем провести телемедицинскую консультацию, пока есть возможность такая. В отделениях, например, мы проводим для дальнейшей, например, для перевода больного тоже телемедицинскую консультацию и согласовываем госпитализацию, и через них можем перевести больного по линии РЦМК уже. В целом население положительно оценивает качество оказания медицинской помощи в районе. Удовлетворительно. Да не удовлетворительно, хорошо можно сказать, что как-то не отказывают ни в чем. Я стою на учете у онколога, что это в Якутск ездим мы же все-таки. Но здесь хирург-онколог. Не знаю, для меня то, что мне надо, то здесь есть. Для обеспечения доступности медицинской помощи в арктических районах и труднодоступных населенных пунктах в Якутии действует проект «Мобильные доктора». Так бригады врачей разных профилей выезжают в далекие поселения, где проводят медосмотры. Сокращается количество жалоб на оказание медицинской помощи, на какие-то комфортные условия. Они сокращаются. Хочется мне, отдельно поблагодарить мобильные бригады. В том году, как сказала, уже 3 раза приезжали. 2 раза бригада для осмотра взрослого населения, 1 раз бригада для осмотра детского населения. Они осмотрели всех, кто желал. Они побывали в каждом уголке, наших населенных пунктов, везде, и в селах, и даже на маленьких участках. В текущем году группа мобильных докторов продолжает работу по оказанию первичной специализированной медицинской помощи жителям Арктики. Теперь же жители арктических улусов, которые работают и проживают в оленеводческих стадах, будут охвачены медпомощью в полном объеме. Марферина Алексеева, Иван Яковлев, Иван Сорокаумов, Батагай. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Торжественной церемонией закрыли Всемирный фестиваль молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи. Саму церемонию закрытия назвали «Костровая история будущего», поскольку во время мероприятия молодые люди собрались вокруг искусственного огня и в уютной атмосфере поделились эмоциями от форума. Затем на сцену вышли как молодые исполнители, так и знаменитые артисты.
Кроме того, перед участниками выступил и президент России Владимир Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта в целях развития международного сотрудничества и объединил 20 тысяч человек. У вас появилось здесь много друзей. Friends, you've come to Russia, you've made new friends. Я хочу, чтобы вы знали, у вас вся Россия теперь ваш друг. All of Russia is now your friend. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний. Вершинам и к победе. Сборка нового скалодрома к предстоящим международным спортивным играм «Дети Азии» началась в спортивном комплексе «Дахсун». Строительство идет по программе Фонда поддержки олимпийцев России. С подробностями Тимур Колмогоров. Строители один за одним поднимают и устанавливают металлические фермы. Здесь, в спорткомплексе «Дахсун», вы можете наблюдать конструкцию будущего скалодрома. Его высота будет составлять 16 метров, а шириной он будет до 30 метров. Внушительная по своим размерам конструкция будет использоваться спортсменами в предстоящих международных спортивных играх «Дети Азии». С началом монтажных работ пошли первые шаги в возведении главного скалодрома в республике. Материалы для него, как и рабочие, приехали из Санкт-Петербурга. Сейчас мы приступили к монтажу металлоконструкции. Мы устанавливаем сначала металл, потом связи между фермами. А далее будем устанавливать специальные тяги, на которые впоследствии будем крепить непосредственно панели скалолазной поверхности, то есть по которой мы уже потом будем лазать. То есть это называется плоскости скалодрома. Будущий скалодром будет разделен на два отдельных сектора. Зона лазания шириной в 6 метров будет предназначена для скоростного прохождения, а большую часть останется для лазания на трудность – порядка 27 метров. Вместе с этим построят отдельный скалодром, но уже лазание на болдеринг. Серия коротких 5-8 перехватов предельно сложных трасс. Данный скалодром отвечает по всем требованиям, поэтому, например, высота потолка должна была соответствовать не менее 19 метров, а сам скалодром у нас будет 16,5, поэтому мы, согласно договору, выполнили все требования от этого фонда поддержки олимпийцев и подготовили два места с западной стороны и восточной стороны. В грядущих международных спортивных играх скалолазание войдет как демонстрационный вид спорта. От республики готовятся участвовать две сборные команды. Именно они первыми опробуют новый скалодром на практике. Благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву у нас имеются международные игры «Дети Азии», и Федерация скалолазания заявила, чтобы скалолазание вошло в эти игры. Так как игры международные, то требования всем по международным правилам, то по Дальнему Востоку, то есть вот этот скалодромный комплекс, он будет топ-5 по России. Один из самых лучших, где можно будет проводить соревнования международного уровня. Уже через пару месяцев у якутян появится скалодром, соответствующий международным стандартам. Это позволит провести на высоком уровне не только 8-е международные игры «Дети Азии», но и последующие спортивные мероприятия. Его сборку планируется завершить до конца мая. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. Стартовала Московская неделя моды, одно из ярких фэшн-событий в России. Она проводится во второй раз. В этом году проходит сразу на двух площадках. В Центральном выставочном зале «Манеж» и в 75-м павильоне ВДНХ. Всего на неделе моды участвуют более 120 дизайнеров. Свою новую коллекцию привезла из якутянка Дора Николаева. Каким дизайнер видит тренды сезона осень-зима, знает Айсена Бурнашова. Остались считанные минуты до показа. За кулисами модели ждут своего выхода. С макияжем и прическами, одеты с иголочки. Дизайнер успевает дать им последние наставления. Тем временем в зале «Манежа» собираются гости и гадают, чем же в этот раз их удивит Дора Николаева. У Доры свое видение, то есть, мне кажется, никогда невозможно предугадать ее какие-то вот оттенки.
Показ открыл лаконичный черный. На модели жакет с утрированными рукавами. Линия плеч прямо отсылает к традиционному якутскому пальто. И с первого выхода коллекция дает понять, она основана на самобытной культуре. Черный, темно-зеленый, красный и бежевый – такие цвета Дора Николаева видит актуальными в межсезонье. Дизайнер всегда опережает время, видит тренды на несколько шагов вперед. Поэтому свободные образы, комбинации юбок и брюк с прозрачной сеткой, легкие струящиеся платья, оверсайз куртки будут модными этой осенью и следующей зимой. Очень понравилось. Такое музыкальное сопровождение очень интересное было. Стилизация с глазами прям очень необычная и очень яркая, стильная. Очень понравилось. Ну, ради вот этих 15 минут я вот, сами видите, приехала, пролетела в Москву. И сколько вот дней мы, месяц, да, по-моему, коллекцию эту готовили. Московская неделя моды – это возможность для бренда громко заявить о себе. В этом году организаторам поступило рекордное количество заявок – 1038. Это на 20% больше, чем в предыдущий раз. Московская неделя моды продлится до 8 марта. За эти дни в Манеже и на ВДНХ свои коллекции представят дизайнеры из 72 регионов России, а еще Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и других стран. Каждый дизайнер, на самом деле, классно, что это его видение. То есть это, представляете, насколько масштабно может быть красота. И каждый дизайнер эту красоту увидит по-своему. И что все мы красивые. Однозначно. Запишите. Айсана Барнашова, Григорий Николаев, Москва. 8-е традиционное шествие в национальных костюмах прошло в Якутске. Нарядные колонны двинулись с Дома дружбы народов и завершили путь на площади Орджоникидзе. Для проведения шествия на участке улицы Дзержинского приостановили автомобильное движение. Прохожие свободно присоединялись к шествию, приветствовали и сопровождали участников на протяжении всего маршрута. Подробнее об участниках шествия и их нарядов расскажет Марферина Алексеева. День шествия, как, впрочем, и в предыдущие годы, выдался солнечным и безветренным. Температура воздуха составила минус 20 градусов. Организаторы торжества «Национальный центр Семех» отметили, что в этом году численность участников составила более 1700 человек. Это рекордное количество за 8 лет проведения шествия. Участники колонны не только народные мастера, но и талантливые самородки, которые создают уникальные традиционные вещи. Студенты, участники национально-культурных объединений и коллективов учреждений культуры. На шествие съехались со всех концов республики. Это наш самый большой праздник сейчас, как-то после цеха получается. У нас здесь сегодня много мастеров, как вы сами видите. Очень радостный, конечно, день для таких вот, которые занимаются рукоделием, для мастеров. Очень большой праздник получается. Спасибо, что такой праздник нам сделали. Вам спасибо. Знаете, благодаря вашему таланту, вашему шитью и рукоделию наши традиции никогда не забудут. Представленная одежда поразила искусным исполнением и многообразием национального колорита. Верхняя одежда пошита из шкур волка, оленя, соболя, норки, енота, песца, беличьих лапок и других животных. Все расшито бисером, кожей. Украшения, ножи, аксессуары и другие детали созданы именитыми кузнецами и ювелирами. Так участники шествия продемонстрировали не только национальные костюмы, но и все убранство – унты, торбоза. Шествие народных мастеров уже давно переросло в устоявшийся бренд. Якутские мастера представляют национальную одежду в разных регионах и странах. Приехали буквально вот вчера только из Казахстана, и там мы показывали инновационные наши разработки, которые вот в такой номинации, как «Культурное наследие и искусство», в категории профи мы заняли 1 место. Тот народ, который тебя родил, это уже на тебя возлагает такую миссию, как язык, национальная культура, национальная одежда, традициями, обрядами, образом жизни. Поэтому это очень важно. Шествие завершилось на площади Орджоникидзе, где развернулся концерт на открытом воздухе и массовый осохой круговой танец, сопровождаемый импровизированным пением.
Мероприятие приурочено Дню народного мастера республики, Году семьи в Российской Федерации и Году детства в Якутии. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике, за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.